Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Роўна праз тыдзень, 28 лютага ў Мінску пройдзе фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2020. Усяго 12 удзельнікаў і адна з тых людзей, хто хоча паехаць на Еўрабачанне ад Беларусі, Саша Захарык сёння нашая госця. Прывітанне, Саша. Прывітанне. Як настрой? Добра. Ну тады пачнем з той самай песні, якую Саша хоча паказаць у Роттердаме. Гэта Rocky Road, калі ласка. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go, go. I'm giving my love by my side, never going away or aside. You better follow the way and go, a road that we can go back to. I'll never give it away, it's mine. Now this thing got to be on my mind, and every day, every week, you know, I just wanna see you. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go, go, go. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go, go, go. I'm giving my love by my side, and every time that I say goodbye, my everything I mistake or we cry, we go to that rocky road. You will be on my side if I am wrong or right. Wanna you live or die, we go. 'Cause better to win or fight, heading in side by side, we will get our way, so go. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go, go, go. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go, go, go. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go, 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 go. I'm okay on this rocky road, rocky road, rocky road. You can take my side on this rocky road, and if you wanna go, just go. Саша Захарык. Rocky Road. Тая самая песня, якая прагучыць у фінале нацыянальнага адбору на Еўрабачанне праз тыдзень 28 лютага. Так. Саша, ну, калі шчыра выслухаеш твою тую песню, па-першае, она вельмі запамінальная, ну, адразу, так, уваходзіць у галаву, гэта Rocky Road, так, а па-другое, ну, вось калі я слухаеш, адразу думаеш пра тое, што, блін, ну, жыццё насамрэч не такое кепскае, як мы прывыклі думаць, і насамрэч вось уяўляеш, што ты там імчыш недзе на нейкім аўтамабілі пасярод мора. Ой, слушай, ну если эта эмоция передается, это круто, потому что это именно главный месседж композиции. Ну, так и есть, жизнь прекрасна, она витиеватая, нас порой заносит, мы не знаем, что ожидает нас за поворотом, но, по сути, нужно относиться ко всему, не знаю, с пониманием, с позитивом, идти дальше, несмотря ни на что, с любовью в сердце. Я так сама стараюсь жить, потому что бывает по-разному, сама иногда поддаюсь отчаянию, мы все люди живые. Но в целом, блин, ну жизнь реально крутая. Ты думаешь, на Еўрабачанні гэты твой месседж зразумеюць там, у Роттердаме? Думаю, да. Мне кажется, ну, я не знаю, все, что касается позитива, я думаю, оно должно восприниматься хорошо. Потому что, опять-таки, в жизни случается много всяких не особо приятных моментов, и музыка должна нести как раз-таки вот
Ну, не знаю, в этом случае я хочу подарить именно эту эмоцию, и мне кажется, я должна ее донести до зрителя. Слухай, а наколькі это все ж беларускі месседж? Все ж мы такие непростые люди, скажем так? Я вообще, в принципе, всегда в каком-то, не то чтобы, эмоциональном контрасте с белорусским менталитетом. Мне близка культура Латинской Америки, музыкальная. Я люблю, в принципе, не раз, кстати говоря, даже у тебя здесь говорила, танцевать в магазинах, не знаю, выбирать хлеб. Классные видео, я их гляжу. Это на самом деле для меня естественный мой... естественное амплуа, не знаю, состояние естественное. Поэтому, в принципе, мне бы не хотелось подчиняться всеобщему какому-то унынию, отсутствию улыбок в метро, загрузу вечному, поиску проблем, которых нет. У нас действительно есть такое в людях наших, хотя, по сути, мне кажется, белорусы добрые люди, отзывчивые люди, но вот этот какой-то иногда скепсис и привычка искать больше плохого, чем хорошего, у нас тоже присутствует. И я, правда, стараюсь всеми вообще возможными методами из себя, когда чувствую, что я начинаю погружаться в какую-то вот такую историю настроенческую, я стараюсь эти эмоции от себя подальше, потому что они меня только демотивируют и вводят в какие-то состояния, когда мне хочется послушать Radiohead. Слухай, наконт песні, так? Мы тут уже натуральна разбіралі Еўрабачанне, наш нацыянальны адбор пасля таго, як это ўсё адбылося. І, напрыклад, Сергей Андрыянов, эксперт па конкурсе, ён рабіў такую завагу, маўляў, што канкурсанты, ў прынцыпе, прыйшлі на адбор не гатовымі. Я слушала, да. Што, нельга вось так на каленцы напісаць песню там за некалькі дзён і прыйсці з ёй. Маўляў, трэба да гэтага конкурсу готовиться больше грунтоўна. Вот что ты можешь сказать у своего оправдания, Саша? Слушай, я могу согласиться, могу нет. Во-первых, в жизни все очень непредсказуемо бывает, и иногда песня, написанная за 3 минуты, выстреливает как никакая другая. Поэтому в этом случае можно действительно написать песню за 3 минуты и стать суперлидером и покорить сердца зрителей. Но в целом я, конечно, больше как перфекционист согласна с Сергеем, потому что к любому мероприятию, в принципе, особенно когда у тебя есть синдром отличницы, как вот у меня, например, он есть, да, мне хочется, чтобы везде все было хорошо. И, кстати говоря, несмотря на то, что песню это действительно написала там за 7 минут, не знаю, почему это действительно было что-то порядка 6-7 минут, она просто вот так вот у меня вылилась, я ее быстренько закомпонировала, записала в аудиоредактор и начала ней работать. Несмотря на это, я в понедельник был отбор 27 числа, в воскресенье я еще не хотела идти, потому что я действительно переживала, а готова ли я. Потому что, в принципе, меня саму немножко расстраивает вот эта история, что я подготовилась крайне быстро. Наверное, все-таки я больше с ним соглашусь. Могу вот какие-то аргументы привести против этого мнения, но в целом он прав. Поэтому, наверное, не буду я уже себя сильно тут выгораживать, что я такая вот молодец, все равно надо было. Мне захотелось, получилось, и круто. Я сейчас кайфую от процесса. А вообще соглашусь. Ко всему нужно готовиться. Да, вот там Бейонсе, не знаю, первое, что пришло в голову, Тимберлейк, вообще, крутые поп-звезды. Даже вот сейчас был, да, этот нашумевший, где Джей Ло с Шакирой пели. Я просто смотрела, да, подписано там на тот же Джей Ло, сколько, чтобы этот номер сделать, да, сколько там, 10-минутный, не помню точно, сколько репетиций, сколько времени было потрачено. То есть а я уже не говорю о каких-то крупных турах, когда к ним готовится год. Не то чтобы там месяц-2 недели. Год работ ежедневных, причем на площадках оригинальных тем, которые будут во время тура. Поэтому, конечно, я за глобальное погружение в процесс с головой. Так получилось все, что уже тут, как есть. Слухай, я так разумею, так, што у цябе ўсё ж быў нейкі такі ўжо першапачатковае жаданне пайсці на Еўрабачанне, і ты, памятаю, мне казала, што спачатку у цябе была нават песня такая пад Бейонс, і ты думала з ёй. Да. Чаму ты ўсё ж абрала песню, якую зараз вось таксама нейкія хейтары кажуць, што типа Дед Мороз. Дед Мороз, да. Кстати говоря, я убрала колокольчики с предыдущей версии, поэтому она сейчас меньше рождественская. Теперь там трубы. Правда? Да, там флюгельгорная труба, да, и там даже есть регги-часть. Солнышко вообще, какой Дед Мороз. Так, я забыла вопрос, который ты мне задавала. Чему не Бейонс? Чему не Бейонс? Слушай, действительно, изначально я работала над композицией, она была такая Рене Б, что-то такое даже, может быть, новое для меня, с такими всякими мелизмами, в общем, какими-то даже американскими песнопениями, но 3 дня я сидела с утра до ночи, и вроде что-то вырисовывалось, а потом я пришла, кофе заварила, на студию пришла, где работаю,
и что-то, короче, слушаю и понимаю, что мне вообще не втыкает. Ну, такое бывает, и я решила, что раз не втыкает, значит, не нужно продолжать над этим работать, по крайней мере, сейчас. Может, я через год переслушаю эту песню и пойму, что, не, на самом деле она классная, и на следующее Евровидение уже есть какая-то заготовочка. Вот. И, ну, это был, да, это, по-моему, вечером, все-таки не утром, я пришла вечером, я еще работала на этой песне, вечером послушала, и слушаю, и понимаю, что вот что-то не то, и тут в голову приходит Rocky Road. Вот. И спасибо большое, хочу редко почему-то много вопросов иногда. Никто не спрашивает, кто автор текста. Вот, я же не сама все написала. Я написала на марсианском языке, там у меня было что-то из разряда «Rusty» чего-то там, потом смотрю, что «Rusty» это переводится как что-то, по-моему, покрытое ржавчиной, думаю, так, нет, что-то вообще не туда я мыслю. И на моем марсианском языке, я с английском, в принципе, дружу, тут сейчас такое впечатление сложится, что вот, периодически сама пишу на английском, но у меня есть клевая подруга, которая прям меня чувствует очень хорошо, Маша Кирдун, и она, кстати говоря, писала же мне текст на Glory Night в 2016 году, и вот сейчас помогла буквально там за несколько часов, потому что не было времени, и нужно было отправлять заявку. Написала, исходя из фонетических моих вот предпочтений, так как я накидала этот мой «Rusty» чего-то там, не помню, что там уже было, вот, она подбирала слова, и мы с ней вот пришли к тому, что... Ну, кстати, «Road» тоже у меня, по-моему, было, и вот единственная фраза, которая у меня была, это «I'm okay on this», а что там, на чем я окей, я пока не понимала. И мы как-то с ней быстро сложили этот пазл, получилось так прикольно. Вот. Я про нее решила рассказать, но не помню, что ты говорила мне, да, как обычно. Я уже так само забылася. Ну, бывае. Саша Захарык сёння ў госці нашага жывога эфіру. Я нагадаю, што роўна праз тыдзень за песню Rocky Road, якая вось таксама толькі што тут прагучала, можна будзе прагаласаваць падчас прамога эфіру з фіналу нацыянальнага адбору на Евробачанне. Да, голосуйте за меня, номер 2 я в этом году, как и в 16-м. Кстати, у меня тоже было в 16-м году второй номер. Ну, клёво отстрелялся быстро, потому что я, честно, я даже сейчас у тебя пою и волнуюсь. Ну, прикинь, тут одна ты сидишь. Ну, и вот. Петрович. И Петрович. Короче, он твой фанат. Да, я знаю. Вот. Мне очень приятно. И как бы все равно я чувствую, что переживаю, потому что песня не супер обкатана. Ну, понятно, по каким причинам. Она только недавно написалась. А что там будет? Ну, я живой человек, тоже часто поддаюсь волнению, там, пытаюсь с ним совладать, но очень надеюсь, что будет клевое настроение, и никаких таких факторов, которые будут мне из вот этого хорошего настроения выбивать, не будет. Слухай, але тым не менш, ты все ж з усіх 12 удзельнікаў ці не адзін з самых дасведчаных гульцоў таких сценічных? Ну, я не скрою, конечно, опыт у меня есть, безусловно. Слушай, ну, я уже не маленькая девочка, вот, и конкурсов-то за плечами немало, да и сценических площадок тоже. Да и телешоу? Да и телешоу, да. Поэтому ну, надо же уже справиться, с волнением будет как-то. Как-то справимся. Як ты лічыш, вось, окей, напрыклад, ну, это мы не будем про это говорить, у сэнсе, што раптам зноў будзе як мінулы раз, так? Ага. Ты будзеш зноў спрабаваць? Таму што ў мяне, ведаш, сёлета ўсё ж узнікла вось на праслухоўванні такая думка, што трэба зрабіць нейкі такі максімум, вось, напрыклад, 3 разы, і ўсё, больш артыст не мае права удзельнічаць у нацыянальным адборы. Я не ведаю, ці гэта справядліва, ну просто часам так, ведаеш, чалавек з года до году ідзе туды, з'яўляючыся вельмі часта, толькі пра яго ведаюць тады, калі ён, напрыклад, вось на Евробачении. Ну, это грустно очень, это очень грустно, и я тоже думаю, что многие обо мне вспомнили, потому что я появилась в национальном отборе. Вот, это правда грустно, но такая реальность. Если ты не собираешь площадки, если у тебя нет альбома, вот ты выпускаешь синглы, да, собственно, как я это делаю, потому что я до сих пор так и не поняла вообще, ну, нужен этот альбом или лучше просто раз там в 2 месяца, в 1,5 выпускать сингл. Потому что очень многие выпускают альбом, выпускают его, сразу выкладывают на цифровую площадку, его скачивают, и через 2 недели уже об этом никто не говорит. Ну, в общем, короче, Евровидение это как, ну, для меня, мы с тобой говорили, да, до эфира, что да, for fun. Ну, вот действительно, для забавы. Просто для того, чтобы где-то, может быть, вырасти профессионально, еще один, как, ну, какая-то встряска, потому что я знаю, что гладко не будет здесь. То есть всегда ты соприкасаешься с какими-то трудностями, там, то ли технически, вот мы сейчас не можем отрендерить файл, например, уже 3-й сутки мы пытаемся выгнать файл для экранов, потому что там особое разрешение, и нужны определенные технические параметры, и компьютеры, и все остальное, чтобы это сложилось. Сейчас вроде, слава богу, уже 20%. Мне парень сообщил. Вот, оператор.
Ну, короче, знала я изначально, что буду соприкасаться с какими-то проблемами, и меня это закаляет. Я это все люблю, это жизнь моя. Ну, может показаться кому-то как-то пафосно, но я артист, и вот это моя стихия. Мне это по кайфу. Поэтому я бы, на самом деле, не знаю, как там получится в этом году. Ты говоришь, там, будешь ли ты пробоваться дальше. Не зарекаюсь вообще. И насчет того, что лимит сделал для артистов, слушай, ну... Я знаю некоторых артистов, сейчас, если ты спросишь, каких я не назову даже, но я знаю, что такие случаи есть, когда человек просто вырастает, даже из себя вырастает, и ты сегодня видишь его таким, и как тебе может кажется, что он какой-то бесперспективный, неинтересный, а через там полгода, или там год, или 2, или 3 даже он изобретает какой-то велосипед, вот, и ты смотришь на него и понимаешь, что он нашел свой стиль, он нашел себя в этой жизни, возможно, творчество часто зависит от твоих жизненных позиций, потому что, ну, я вот пишу музыку, исходя из своих каких-то там часто, ну, особенностей своей жизни, да, на данном этапе, вот, и я тоже не исключаю того, что через там некоторое время начну писать совершенно другую музыку, потому что идей у меня много. Вот. И, возможно, кто-то, кто сейчас смотрит на меня и думает, господи, ну, девочка и девочка поет там все что-то и поет. Возможно, через 5 лет или там через 4 года или там еще через какое-то время он откроет во мне другую артистку и станет моим фанатом. Например, поклонником. Поэтому мне кажется, что вот эти запреты все нет. Не думаю, что это нужно. Як ти збираєшся, Саша, уже тыдзень застаўся, так? Ну, боже, да. Як ты збіраешься вось заяўляць пра сябе тым, хто будзе галасаваць? Я маю на ўвазе не журы, я маю на ўвазе ўсю ж публіку. Слушай, ну я думала об этом, да, вот даже когда мы сейчас подавали списки группы поддержки. У меня, ну, по сути, группа поддержки — это визажистки, 2 мои прекрасные девочки. Вот. Дима Залесский, режиссер, постановщик моего номера, вот, и вместе со своей женой, и сестра родная с племянницей. То есть я к тому, что я не запаривалась даже по поводу того, чтобы выкладывать какое-то объявление в Инстаграм. Кто хочет поддержать меня, приходите, я вас проведу. Мне нужно списки подать, давайте как бы нарисуйте мне плакаты. Я думаю, что, в принципе, вот этого эфира 28 февраля, если действительно мой месседж будет услышан, если человек там улыбнется перед экранами своего телевизора, если он в конце всех финалистов споет именно мою песню, да, она там привяжется к нему, но он проголосует. Ну, то есть мне не нужно делать какую-то сейчас супер пропаганду, акцию. Может, я ошибаюсь, я, наверное, не бизнесмен, может, я неправильно мыслю. Но тут времени не особо много осталось, и как бы сейчас за вот эту неделю себя как-то адски рекламировать. Я запустила рекламу в Инстаграм. Ну, то есть, ты понимаешь, да, такими методами. Какие-то концерты. Ну, вот к тебе пришла, видишь, тоже. Вот, Дошла. Да. Зрители Еврорадио тоже услышат, может быть, кого-то цепанет. Слухай, вот. Калі ты выступала недавно у Мінск-арэне і спявала «We Champions», ты тады говорила, голосуйся за Сашу Захары. Нет, не говорила. Перед гэтай Мінск-арэны. Ну, шкада, я глядела вот это вот все и думала, блин, ну хоть бы сказала. Зараз эти айтишники просто возьмут и все проголосуют. Нет, я как-то, честно говоря, об этом не думала. Я кайфовала в тот момент от сцены, от президентского оркестра, от вообще эмоций, которая была, потому что, правда, была нереальная эмоция в зале. Я, может быть, даже на такую публику, которая... Мне кажется, было вообще даже пофиг, что я спою. Я вышла на сцену, у них было такое крутое настроение, что они сразу... Такое вот. Вот, и я тогда зарядилась, конечно, нереально. Ну, ничего... У меня... Нет, мысли, наверное, были. Да, я сейчас начинаю прокручивать. Что-то я думала. Ну, это как-то было неорганично в тот момент, поэтому, наверное, я решила, что эта информация останется на потом куда-нибудь. Вот. Нет, конечно, я с удовольствием не буду скрывать, что мои амбиции, они там шепчут мне, давай, ты сможешь, справишься, если поедешь в Роттердам, все сделаешь возможное, чтобы было круто. Безусловно, не без переживаний за то, что... А вот если... Я думала просто, вот если я там окажусь. Я просто помню, что когда мы Артема с Ксюшей встретили в аэропорту, когда они прилетели, мы с Ксюшей стоим, разговариваем. Я говорю, Саша, не надо. Вообще не надо, потому что это очень страшно. Вот, я думаю, такие матерые уже артисты, как Нави, да, у них там уже на тот момент даже было очень много концертов за плечами и на не маленькую аудиторию. Вот, и Ксюша, правда, мне рассказала так по-девичьи, что, ну, она, в принципе, эту информацию не скрывает, что, ну, это ответственно и очень сложно, правда. Вот, и я вот иногда думаю, а готова ли я к этому? А потом думаю, так а когда, как не сейчас? Ну, я же все-таки уже не маленькая девочка. Поэтому хотелось бы, наверное, и поехать бы, я бы съездила с удовольствием. Хоть и говорю, что для for fun, но при этом...
Ну, вось ведаеш, і кажуць, таму беларусы ніяк не могуць перамагчы на Евробачанні, таму што у іх все фафан. Да, они едут за победой. Согласна с тобой где-то здесь. С другой стороны, вот тоже не понимаю, иногда думаю, я никому ничего не обязана. Вот кому я что обязана? Я что, кого-то прошу там вкладывать в меня деньги, прошу там, я даже голосовать, по сути, за себя не прошу, что, наверное, неправильно, но тем не менее. А с другой стороны, а как это я никому не обязана? Это же все-таки страну ты представлять едешь, значит, уже обязана стране. Вот. Скорее всего, эта точка зрения более правильная. Поэтому, конечно, все-таки нужно ехать за победой и нацеливаться на победу. Это я сейчас еще сама с собой разговор веду, чтобы ты понимала. Потому что до конца тоже не уложила у себя мнение в душе, что для меня важнее. Вот. Но все равно хочется... Понимаешь, у нас еще есть такая штука, белорусский зритель очень требователен. Ты так лечишь? Да, особенно вот «Диванный наш критик». Ну, Маш, почитай комментарии. Вот даже на Ютубе, кстати говоря, мне повезло очень в этом году, я вообще в шоке, честно говоря. Наверное, самый такой комментарий, это вот про то, что песенка у меня новогодняя, вот это можно считать негативным. Я серьезно тебе говорю, я ожидала, что там будет просто что это? Ну, то есть, как обычно. Очень позитивно. Может быть, просто потому, что это Евровидение, а евровизийный зритель, он такой, наверное, более добрый, что ли, не знаю. Ну, короче, суть в том, что я была готова к тому, что будет очень много комментариев, и даже в одном из интервью сказала, и, честно говоря, так и поставила всю установку, что это классный еще опыт для того, чтобы побороть в себе вот это вот постоянное переживательное отношение к негативным комментариям. Ну, то есть броню какую-то на себе там вырастить, чтобы не реагировать. Потому что, конечно, людей, которым ты не нравишься, их много, и это нормально. Вот. И тут бац, смотрю, а там как бы позитивно так все. Ну-ка, напишите мне кто-нибудь комментарийчик, да негативный. Шучу, не надо. Ну, хотя, почему нет? Вот. А что-то еще хотела тебе сказать. Про требовательность белорусского зрителя. Ну, правда, мы боимся очень многие, что из-за вот этих вот вечных негативных штук, я уже не говорю про комментаторов-онлайнера, известнейших комментаторов-онлайнера, вот, мы часто боимся действительно того, что будут негативные отзывы, люди от тебя чего-то там ждут прям сверхъестественного. И опять-таки то, что я тебе говорила, да, мы почему-то склонны искать в первую очередь косяки и проблемы. Мы не видим того, что клево. И вот из-за этого, наверное, черты нашего менталитета мы тоже в том числе боимся не знаю, той же заявки на то, что мы едем за победой, потому что это как-то очень громко, надо быть скромнее. Ну, то есть какая-то такая штука. Может быть, поэтому. Я думаю, это все из головы. В том числе вот эти мои, что я тебе говорю, забавы ради. Это все не из-за того, что я... Ну, какой-то комплекс, наверное, есть. Вот, у белорусского артиста. Не у всех, конечно. Либо это оправдание. Не знаю. Ой, Маш, это все так сложно. Саша Захарык сёння госця нашых жывога эфіру. Я нагадаю, што Саша адна з 12 фіналістаў нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2020, і вось роўна праз тыдзень 28 лютага Саша пад нумарам 2 выступіць у Минску, мы можем за ее голосовать. Да, голосуйте. Ну вот хотя бы здесь, да, у тебя я сегодня буду агитировать минимально. Голосуйте. Голосуйте, пожалуйста, номер 2, Саша Захарик, Rocky Road. Слухай, ну ты спеваешь у сур'ёзным калектыве, я маю на увазе. Сур'ёзным. Apple T, сур'ёзныя там мужчыны. Да. С тобой як яны ставяцца да таго, што ты вось ідзеш на такі несур'ёзны конкурс, потому что ж многія музыкі, ну, прынята так лічыць, так, асабліва там такія. Не, ну они... что это, ну что это, навошта это и так далее. Ну да, безусловно. Нет, они на самом деле поддерживают просто потому, что я что-то делаю, и это уже хорошо. Вот. Не сижу на месте, что-то сочиняю, пишу. Более того, в песне принимало участие 13-12 человек. У меня там полностью струнный квартет записан, дудки, ну и вся ритм-секция. В общем, песня вся, в принципе, живая, что я очень люблю и рада, и ценю, потому что обожаю живой звук. Вот. Поэтому пришла спеть к тебе под минус. И барабаны Саша Сапег записывал, бас записывал Игорь Сацевич, Костя Горячий записывал, клавиши, орган, ну, как бы кто там еще, Лютик записывал, Игорь Лютик, да, мы его любовно называем Лютик, Игорь Лютый записывал саксофон, ну, то есть, как бы все свои, грубо говоря. Полный набор. Да, полный набор, поэтому они помогают, никто ничего, никто, нет такого, что куда ты, зачем ты, нет, абсолютно.
Ну, движение есть какое-то, почему нет? Я же никого из этого не подвожу, никого там не заставляю что-то, не доставляю какую-то негативную эмоцию. Мне вообще нравится вот эта фраза «твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Вот пока я никого не трогаю, значит, все хорошо у меня. Вот. Все экологично, скажем так. Як ты сумяшаеш вось гэта ўсё, да? У цябе атрымліваецца і Apple Tea, і з прэзідэнцкім аркестрам ты спяваеш, і яшчэ зарабляеш грошы, граючы ў рэстаранах. Дарэчы, Інга Бухвалова была ў мяне недавно, Інга, да. і яна сказала, што ну, як бы мы заўсёды такія сумна гаворым пра тое, што вось бедныя беларускія музыкі, ім даводзіцца там зарабляць грошы, недзе ў канцэртных залах вялікіх, так, а вось граючы там па нейкіх кавярнях, так, а яна кажа, што гэта так ва ўсім свеце адбываецца, што это нормально. Да, я помню свою беседу с Кевином Махогани, который уже с нами нет, когда он приезжал на проект «Джазовый мост», который как раз-таки организовывал, и ну, мы так жаловались ему, как суперкрутому американскому джазмену, как нам приходится играть кавера там на каких-то мероприятиях. Он такой, а что, ну, нормальная тема, у нас все так ездят. Вот. Слушай, ну и там взять Грегори Портера, да, который еще до того момента, как взял свои Грэмми и стал суперзвездой, и на его концерты sold-out там за несколько месяцев до, он приезжал, играл с яблочным чаем в полупустом клубе «Лофт». Ты понимаешь? Ну, то есть я ни в коем случае не отношусь к тому, что я пою в барах или в каких-то заведениях к какому-то какой-то ноше прям, что у меня оковы, я не могу от этого избавиться, потому что мне нужно зарабатывать деньги. Я отношусь к этому проще. Во-первых, это опыт. Сценические площадки круто, но не то, что но. Если бы у меня были только сценические площадки, я, конечно, была бы более счастливым человеком, наверное. Но я прихожу на работу как на какое-то занятие, потому что у меня хватает косяков, там, да, Саша Захарик, профессиональная вокалистка. Ну, безусловно, да, странно было бы, если бы я к своим годам после окончания там, того же университета культуры с высшим образованием была непрофессиональной. Зачем тогда это все нужно? Но, тем не менее, я знаю, к чему я стремлюсь, я знаю, где у меня провалы, где мне нужно доработать. Я прихожу и реально работаю на своей работе, вот, в тех же барах. Поэтому я к этому... Ну, и к тому же, слушай, вот сейчас я трачу деньги для того, чтобы подготовиться на национальный отбор. Мне же нужно что-то зарабатывать. Поэтому я стараюсь все успевать, стараюсь и там, и сям, и причем стараюсь хорошо и там, и сям. Не так, что, знаешь, там... Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Вот. Мне нравится моя работа, мне нравится то, что мне в жизни, я считаю, повезло, что я в музыке, и у меня и профессия, и работа, и хобби, это все одно. Вот. Поэтому... Конечно, хочется, чтобы у меня были авторские концерты там, с моей авторской музыкой на большой площадке. Вчера, да, у Нави прошел концерт в Prime Hall, я смотрю сейчас сторис, восхищаюсь ребятами, горжусь, дружу с ними, они потрясающие просто. И, ну, вот они же этого добились, ну, как бы, кому мешает сделать точно так же, да, там, или Низгис, или там, ну, то есть, короче, примеров много, поэтому жаловаться я не буду, буду работать, и если я достойна, если я буду работать столько, сколько требуется для того, чтобы начать собирать эти площадки, ну, класс. Ну, короче, я не ною, что мне там что-то не повезло, а кому-то больше, а кому-то меньше. В общем... Дарэчы, кватэрнік можна ўжо і зрабіць. Слушай, можно, нужно, да, можно и нужно. Вот. Я думаю об этом, ну, как бы мыслительного процесса немножко недостаточно, нужно уже какие-то действия делать. Вот. Так что буду, стараюсь. Ну, зараз... пераможаш у фінале, і тады кватэрнік будзе яшчэ не хутка. Ну, да, посмотрим, что там мне дорога приготовила, моя Rocky Road. Слухай, ну, шмат высілкаў даводзіцца траціць зараз на падрыхтоўку? Короче, так, крутые люди вокруг, единомышленники появились. Я, оказывается, наверное, обладаю каким-то таким талантом, еще одним я поняла, собирать вокруг себя крутых людей. Вот. Может, им жалко меня просто, конечно. Но я все-таки надеюсь, что они видят во мне что-то интересное, поэтому помогают. И сейчас рядом со мной Дима Залесский, потрясающий хореограф-постановщик, который помогает мне делать номер. Вот. Мы сейчас работали долгое время над экранами, которые будут работать во время моего выступления. Это такая серьезная работа, пока не буду говорить, но мне кажется, должно получиться очень классно. Там на Белтелерадиокомпании потрясающий аниматор Марина, которая сейчас вот суббота-воскресенье в неурочные свои рабочие дни будет сидеть, точнее, это не рабочие, это выходные, она выходит на работу с утра до вечера, вот уже несколько, недель уже точно сидит и
горбатиться над этой анимацией, которую мы подкинули. У нее, конечно, глаза округлились сначала, но она все делает и кайфует от этого. Раз уж такая возможность выдалась, Рома Пастернак, который с нами провел 12 часов на съемочной площадке, просто потому что ему тоже в кайф, и потому что ему тоже нужна была встряска, как он сказал, и он взялся за эту работу просто потому, что ему интересно. Или там ребята, которые предоставили мне съемочный павильон только просто потому, что им тоже прикольно поддержать некоммерческий проект. Вот, By Movie компания. Ну, в общем, круто, что есть люди, которым интересно помочь, поучаствовать, и они, мне эта фраза в последнее время нравится, могут себе это позволить. Такая, может быть, немножко типа наглая, пафосная, но на самом деле нет. Взрослые люди, которые состоялись уже в каких-то своих амбициях и просто хотят помогать. И мне повезло, что эти люди вокруг меня, я им очень за это благодарна. Саша, ці чакаць яшчэ за гэты тыдзень выхада сингла? Ну, мне падаецца, што это было б, дарэчы, ці ён ужо выйшаў. Можа, я пропустила. Rocky Road Да. именно? А, только на всех уже цифровых площадках так есть. Это я нечто... Ну да, я на самом деле как-то вот не сильно афишировала. Выпустила, опубликовала, но на самом деле еще 15 или 13 февраля. Да. Машенька, что-то вы, а? Ну, нешта я пропустила. Але ты, Сашенька, таксама нешта Ну, видишь, не значит, вельмі да. піарила, Вот так бачиш? что. Не Сейчас- потрапилася мне ў стужцы, я буду ведаць. Я вот сейчас тогда займусь прям исправлением ошибок. Раз ты не обратила внимания, значит, что-то действительно пошло не так. Так, ты мусіш яшчэ раз, реально... Да, я сейчас... Кожны дзень можаш. Слухайце мою песню, яна будзе гучаць тады. Слухайце мою песню. Спасибо. Мастер-класс от Маши Колесниковой, как вести свой Инстаграм. Добре. Я зрозумела. Мгм. Так, слухай, наколькі все ж сур'ёзныя у цябе канкуренты? И, ну, вообще, я присутствовала на отборе в Белтелерадиокомпании, да, 27 числа, и смотрела, как это все выглядит. И, правда, мне очень понравились некоторые номера, очень-очень-очень-очень. Они вошли в финал, и потом я пересматривала их на Ютубе и поняла, что это вообще небо и земля. То есть я к тому, что очень многие судят, естественно, по картинке на Ютуб, потому что они тупо не присутствовали в Белтелерадиокомпании. И я не знаю, это действительно две разные вещи. Вот взять ту же Олю Наполи, я была в студии, и мне понравилось. Это был клевый европейский номер. Ну, там многие вопросы возникли к парням с индейскими этими, как они правильно называются? Ты поняла? Шапками, да, с перьями. Ну, окей. Ну, как бы, хотя все имеют право. Сейчас, на самом деле, столько всего происходит, и иногда ты не можешь вообще никакой логической связи найти. Ну, захотелось людям, почему нет? Но, тем не менее, Оля очень круто спела, очень классный образ, энергетика от нее была, отличные танцы. А потом я смотрю на Ютубе, это просто Оля говорила, и поэтому не скрываю. И это небо и земля вот просто. Не передается абсолютно. И я не понимаю, с чем это связано. То ли звук, то ли там как-то картинка не так снимается, то ли что. Ну, я вот очень боюсь, кстати, чтобы такого не случилось на отборе. В 2016 году у меня примерно была такая же история. То есть то, что было в зале, и то, что было потом на экранах, это были две разные вещи. Потому что разные люди сидят в ПТС и рулят звук на зал тоже, другие люди. Поэтому вот этот момент действительно меня заставляет переживать. Но тут уже от меня мало что зависит. Короче, вот. Поэтому, что касается конкурентов, слушай, я подписана не на всех из участников. Подписана на Вэл, поэтому я с утра до ночи хожу по их песню. Вот. Подписана на там Дашу Хмельницкую, ну, просто потому что мы вместе учились в университете. И как бы я больше там даже не знаю, кто там что делает сейчас. Ну, у меня нет времени оценивать кого-то, потому что мне нужно выйти сделать свое дело. Все, это все, что мне нужно. Да какой будет смысл, если я начну там сравнивать или думать, там, этот лучше, этот хуже? Мое выступление от этого никак не изменится. Мне просто нужно относительно себя вырасти как-то за эту неделю, прийти и выдать, и все. Ну, а ты слухала тое, што ўжо прадставілі іншыя краіны? Нет. Я тебе больше скажу, в том году даже Евровидение не смотрела. Это то же самое, как когда я участвовала в «Голосе», я не смотрела «Голос» вообще. Ну, то есть не то, чтобы нечем гордиться, но как-то у меня немножко другие цели. Вот когда я ехала на «Голос», у меня была цель эфир получить, допустим, да, то есть конкретно такая вот меркантильная, что ли, не знаю, как это правильно сказать, прагматичная, практичная цель. Вот, поэтому мне было там особо... Ну, я знаю всю ту подноготную вот этого шоу, и я понимаю, что что там смотреть, переживать, ну, как-то это бессмысленно абсолютно. Поэтому здесь я видела, там Женя Перлин что-то выкладывал, какую-то девушку абсолютно потрясающую поющую, которая поедет от какой-то страны, он мне указал, от какой. Ну, я поняла, что очень крутые будут представители
представители. Вот. А так, чтобы конкретно следить, выслеживать, там что-то смотреть, я не интересовалась. Да нет времени, Маша, я тебе серьезно говорю, я сплю очень мало. Мы монтируем, вот последние несколько дней мы просто, ну, там, до 3 часов ночи мы сидим, монтируем до 4. Ну, короче, это такой процесс не легкий, и я офигенное удовольствие получаю от этого. Но вот у меня даже близкие обижаются, потому что мне звонят, допустим, там, а я сразу, я не могу сейчас говорить. И, ну, я понимаю, что я их обижаю этим. Они, конечно, понимающие и стараются меня не трогать, не дергать, но я уже даже близким внимания мало уделяю в последнее время из-за вот этой подготовки. Ну, сейчас 28 число пройдет, все нормально будет, все вернется на круги своя. А может, если я поеду на Евробачение, так будет еще похлеще. Ну, как бы нет у меня такого скепсиса, знаешь, я участвую, но я точно знаю, что поедет этот. Как вот я слышала, есть такое в кулуарах там. Что просто нужно мы опять массовка. Ну, как бы, окей, ну, я не с таким отношением к этому всему. Просто буду делать свое дело. Сейчас кайфую от того, что реально классные люди вокруг, которые помогают, и вот у нас уже какой-то результат высвечивается, и я понимаю, что он мне очень нравится. Вот, класс. То есть наработали. Так что я как-то так мыслю позитивно. Класна, Саша, я табе жадаю поспехаў. Спасибо, Машенька. Ну, а я нагадаю, што госця сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стала Саша Захарык, спявачка, якая праз тыдзень выйдзе на сцэну фінала нацыянальнага адбору на Еўрабачанне пад нумарам 2 і выканае песню «Rocky Road». Сёння гэтая песня ўжо гучала ў нас у эфіры, так што можаце адматаць крыху раней і паслухаць. Вось. Ну і галасуйце за Сашу, таму што сёлета будуць галасаваць і журы, і тэлегледачы. Так. Саша, поспехаў. Спасибо.